Здравствуйте, вы смотрите актуальное интервью в студии Власий Сергеев. Сегодня в Пекине начинаются Олимпийские игры. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. Всего на Олимпийских играх будет разыграно 109 комплектов медалей. Кто из якутян принимает участие в главном старте четырехлетия? С нами на связи Александр Бугаев, заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы знаем, что вот сегодня стартуют Олимпийские игры в Пекине. И, конечно же, нам всем очень интересно узнать, кто из якутян примет участие в столь значимом и масштабном спортивном форуме. Да, действительно, сегодня начало грандиозного события в мировом спорте, начало Олимпийских игр зимних в Пекине. Из якутян на этих играх участвует, скажем, наш земляк, уроженец города Якутска Андрей Кузьменко по хоккею, да. Андрей, он в 96-м году родился в городе Якутске. Его родители здесь у нас работали, преподавали и тренировали в Институте физической культуры и спорта. И отец Александр Григорьевич, он еще параллельно тренировал в то время детскую хоккейную команду, детский хоккейный клуб «Якутские мамонты». Ну, Андрей, как говорится, первые азы он получил в городе Якутске. Я еще помню его ребенком. Он практически, отец его поставил с 2 или с 1,5 лет уже на коньки, как ребенок, собственно, начал уже ходить, и параллельно он уже вставал на коньки. Ну, Андрей на сегодняшний день является игроком питерской СКА, да, хоккейного клуба СКА. И его амплуа нападающий. И вот надо сказать, что он как спортсмен дорос до такого уровня, что он на самом деле является один из лучших нападающих сборной страны. Да, он сегодня попал в сборную команду России, олимпийскую сборную. Вчера команда прилетела в Пекин. У них первая игра, насколько я знаю, 9 февраля с командой Швейцарии или Швеции, по-моему, да. И, значит, но он пока в скамейке запасных, потому что он в недавнем времени, к сожалению, заболел коронавирусом, да, и сейчас он выздоровел, восстанавливается, и, видимо, по всей видимости, тренеры сейчас наблюдают за его состоянием. Но мы все-таки надеемся и уверены, что он выйдет обязательно на лед, потому что хоккей — это командный вид спорта, игр будет много, да, в группах и так далее, поэтому мы очень надеемся, что Андрей Кузьменко выйдет на лед и не раз сыграет на этих Олимпийских играх. Да, действительно, надеемся, что Андрей принесет пользу своей команде. Мы напомним, что турнир по хоккею в Пекине стартует 9 числа. Александр, я предлагаю сейчас перейти к спорту нашему, к спорту региональному. Как сейчас работают спортивные объекты в республике? Да, действительно, эта тема такая очень волнующая всех любителей спорта, физической культуры. Значит, что касается города Якутска, спортивные объекты работают, кроме плавательных бассейнов «Самородок» и «Чолбон». Да, они пока работу приостановили, в том, что и работники сами болеют коронавирусом, да, а так все другие объекты работают для взрослого населения, но с обязательным предъявлением QR-кода для посетителей, так. Напомню, что для детей, так же и как вот сейчас у нас учеба, да, оно все в дистанционном формате во всех классах в городе Якутске. И также вот у нас сейчас тренировочные мероприятия для детей, и также и посещение спортивных объектов, к сожалению, пока приостановлены до улучшения ситуации по коронавирусу. А по всей республике мы знаем, что каждый глава муниципального района, они сами, да, в зависимости от обстановки в том или ином районе, они сами могут урегулировать, да, то есть где, допустим, например, в северных районах, где, возможно, заболеваемость ниже порога, да, там объекты работают, а где вот в особенности центральных, промышленных, западных районах Якутии, где все-таки заболеваемость достаточно на высоком уровне, они также тоже все объекты, где-то приостановлены, где-то вот тоже пропускают по QR-коду. Да, Александр, а что мы можем сказать касательно возобновления соревнований на территории республики? И если, например, мы все-таки возобновим соревнования, то какие старты в первую очередь мы проведем? Да, действительно, вот на сегодняшний день все спортивные мероприятия, спортивно-массовые мероприятия, в том числе, конечно же, соревнования, они на территории республики приостановлены. Вы знаете, что нынче летом в Барагонцах в июле пройдут
8-й спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. И мы вот с февраля месяца должны были провести отборочные соревнования, да, по 23 соревнования должны были провести. Но сейчас вот по эпидобстановке мы пока что вынуждены отборочные соревнования перенести на март месяц. Это соревнования по боксу должны были быть, по мини-футболу в Ленске, по боксу в Намсах и по отборочные соревнования чемпионата республики, да, по шашкам должны были пройти здесь в городе Якутске. Но ждем до улучшения эпидобстановки, да, пока вот конкретных сроков не указывается, но пока до марта месяца, включая вот эти вот отборочные чемпионаты, отборочные соревнования, все соревнования в республике приостановлены. Но действительно, нам остается надеяться, что в скором времени соревнования возобновятся, и мы проведем отборочные турниры, и все эти ограничения никак не скажутся на самом финале, да, наших долгожданных игр. Ну а если возвращаться вот к спортивным объектам на столице, мы знаем то, что Самородок и Чолбон пока прекратили свою деятельность. А что-нибудь известно касательно вот возобновления работы именно этих двух спортивных объектов? Эти объекты, они пока приостановлены вот в течение до пятницы. То есть мы вот с субботы, с воскресенья начнем работу плавательных бассейнов. Отлично. Ну, а есть ли возможность вот в Южной Якутии, да, открыть круглогодичный горнолыжный комплекс? В Валданском районе, в поселке Лебединый, есть очень хорошая горнолыжная трасса, скажем так, да. И в прошлом году по инициативе правительства Республики Саха-Якутия мы приглашали технического делегата с Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Российской Федерации. И вот данный технический делегат очень был приятно удивлен именно вот по склонам, да, вот по этим спускам, что здесь на территории Республики Саха-Якутия, вот в Валданском районе вполне можно сделать очень хороший горнолыжный спуск, да, не только для туризма, но и для проведения тренировок, да, и проведения соревнований. И сейчас мы в прошлом году подготовили техническое задание для проектирования данного комплекса. Но тут мы все понимаем, что это достаточно дорогостоящий объект должен быть, и оно будет строиться в несколько этапов, да, но уже вот начало есть. В прошлом году также мы по инициативе правительства утвердили программу развития горнолыжного спорта и сноубординга Республики Саха-Якутия, да, до 30-го года. И, значит, когда это все будет реализовано, и мы в скором времени начнем строительство первого этапа горнолыжной базы в поселке Лебедины, то вот близлежащие, допустим, регионы Дальнего Востока могут к нам приехать, да, посетить горнолыжную базу, да, и думаю, что вот центральных районов наших, да, у нас практически таких нету горнолыжных спусков. Здесь, допустим, в городе Якутске мы знаем, вот в Хангаласском районе, да, вот есть мы ранее вот на горе спускаются, но это, конечно, не сравнится вот с тем спуском, вот, который с горами, с горнолыжным спуском в поселке Лебединый. Поэтому у нас есть все предпосылки, что и это уже реально. Мы надеемся, что вот в недалеком будущем у нас в Якутии будет своя достойная, отвечающая мировым стандартам, мировым уровням горнолыжная база. Да, действительно, строительство всех этих объектов дало бы сильный толчок, да, развитию вот именно зимних дисциплин. Но вернемся к летним дисциплинам, вот именно к нашей Якутской Олимпиаде, которая состоится этим летом в Усть-Алданском улусе. Вот что мы можем сказать насчет зрителей? Будут ли вообще допущены зрители? Если да, то при каких условиях? Да, тут я хотел бы сказать, да, если вот уже попасть в историю, да, вот на примере прошлым годом прошедших игр Манчары, они у нас тоже проводились в сложнейших условиях, да, связанные с пандемией коронавируса, со всеми этими ограничениями, да, связанные с этим, и они у нас проводились без зрителей.
Сейчас никто не может сказать, как пойдет ход вот этой вот эпидемии, да, инфекции коронавируса, но мы планируем, готовимся провести в полном формате со зрителями, чтобы зрители могли посетить, чтобы на открытие, на закрытие в полном формате тоже зрители могли все это увидеть, да. Сейчас хочу отметить, что подготовка идет полным ходом. Идет строительство 3 крупных спортивных объектов в селе Барагонцы и в близлежащих населенных пунктах в селе Мендаба. Да. Вот стадион строится, многофункциональный спортивный комплекс тоже в Барагонцах строится. И вот рядышком в селе Мендаба центр единоборств. На этих же объектах тоже планируется в обязательном порядке проведение соревнований по видам спорта, которые включены в программу спортивных игр. И мы все-таки надеемся, но у нас уже опыт есть прошлогодний с игр Манчары, да. Но, конечно же, хочу сказать, что если даже зрители будут допускаться, то QR-код для всех и зрителей, и для организованных участников, и для спортсменов, пусть это будут судьи, организаторы, медики, врачи и так далее, и так далее, и так далее. И все должны быть вакцинированы и предъявлять QR-код при получении регистрации, аккредитации до посещения игр, спортивных игр. Да, надеемся, что, конечно же, пройдут соревнования со зрителями. Но, Александр, в сети, также в средствах массовой информации распространяется информация касательно того, что якутская сторона пригласила знаменитого Арнольда Шварценеггера на чемпионат мира по масс-рестлингу, который пройдет у нас в Якутске. Мы знаем то, что Шварценеггер сам очень интересуется масс-рестлингом. Также презентован был этот вид на знаменитом фестивале Арнольд Классик. И что мы можем сказать по поводу этой информации? Да, действительно, летом, в конце июня, мы будем проводить чемпионат мира, 4-й по счету чемпионат мира по масс-рестлингу. Также в рамках чемпионата мира мы проведем абсолютный чемпионат мира по масс-рестлингу, да. И действительно, как вы отметили, да, Власий, у нас нашими тренерами, спортивными функционерами, спортсменами достаточно хорошие контакты налажены с Арнольдом Шварценеггером. И как вы уже отметили, он очень полюбил наш вид спорта масс-рестлинг. И да, по его инициативе включали в программу Арнольд Классик. И мы действительно его приглашали, но сейчас в силу возраста, да, и сейчас в связи по всему миру также с распространением коронавируса, инфекции, да, пока в данный момент Арнольд Шварценеггер нам пояснили, что он пока не выездной. Да, поэтому, мы будем надеяться, что Шварценеггер все-таки посетит и масс-рестлинг, чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в полном масштабе. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.